На пограничном посту Махсат повреждена инфраструктура. Под минометный и автоматный обстрел попали сама часть, вышка и некоторые дома, расположенные недалеко от поста. Ситуация в настоящее время относительно спокойная. Информация о том, что из села Махсат Лейлекского района Баткенской области эвакуировано около 700 человек, не соответствует действительности, так как со стороны местных властей эвакуация гражданских лиц не проводилась. Вечером большинство местных жителей для безопасности сами выехали к родственникам в ближайшие села. Это в основном женщины, старики и дети. На утро сельчане начали возвращаться в свои дома. В здании местной школы, по данным МЧС, на ночь разместилось 128 человек. Утром в школе остались 90 граждан. Школы и больницы работают в штатном режиме. У нас неспокойно на душе, не хотелось бы повторения событий. Наше желание, чтобы дети жили в мирной обстановке. Должны приниматься обоюдные меры. Пусть наши пограничники не ставят солдат на границе, но и таджикская сторона выведет своих. Ознакомиться с обстановкой на место прибыл премьер-министр. В ходе встречи с жителями села Махсат Абулгазиев отметил, что для государства решение приграничных вопросов является приоритетной и очень важной задачей. Но это не односторонний процесс. Правительство усилит работу по делимитации и демаркации госграницы, чтобы как можно скорее согласовать все спорные участки и добиться максимально положительных сдвигов в решении приграничных вопросов. Будут направлены все силы на решение проблем границы с учетом национальных интересов, подчеркнул глава Кабмина. Также премьер посетил погранпост Махсат и пообщался с его личным составом. Он выразил соболезнования родным и сослуживцам погибшего при исполнении воинского долга военнослужащего отряда специального назначения Бюрю Равшана Муминова. Далее Мухаммедкалый Абулгазиев провел совещание с руководителями подразделений пограничной службы, где подчеркнул необходимость принятия мер по деэскалации ситуации и снятию напряжения в приграничных районах, а также отводу сил с приграничных территорий. В этой связи проведены переговоры между уполномоченными делегациями двух стран. Вооруженный конфликт между кыргызскими и таджикскими пограничниками произошел накануне. Таджикская сторона первая применила огнестрельное оружие. В результате произошла перестрелка. Этот факт зарегистрирован в РПП УВД Баткенской области по статье «Убийство». Напомним, примерно в 11 часов дня на приграничной территории рядом с местностью Овчи-Калача таджикская сторона начала строительные работы. В 7 часов вечера начали собираться представители двух стран. Кыргызская сторона высказала мнение о том, что нельзя вести строительство на данном участке. Из-за недопониманий началась перестрелка. Примерно через час перестрелка прекратилась. Раненые кыргызстанцы были отправлены в больницы Лейлекского района. Правоохранительные органы дежурили всю ночь. Привлечены военнослужащие спецназа «Шумкар». Сейчас проводится тщательное и объективное расследование. Дамира Базарбаева, Нургус Абдрахманова, Алато, 24.